В Хангаласском Улусе по федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья продолжают строить новые дома. В поселке Максыголох в скором времени будут введены в строй 2 23-квартирных жилых дома. Репортаж нашего корреспондента Саргаланы Ильиной. Жильцы 14 аварийных домов ожидают в скором будущем новоселья. В старых, еще советской постройки деревянных домах ютятся в данное время 36 семей. Ой, зимой холодно. Вот сегодня вот отопление даже дали, да? А в той комнате вообще чуть-чуть трубы. И то мы уже шланг протягивали так вот. И спускали воду. Ну, холодно. Даже вот дали уже отопление. Все равно холодно. Хотя по улице Комсомольская, 10 дом с улицы выглядит не таким уж и старым, однако жильцы давно безуспешно борются с холодом в квартирах из-за ветхого пола и потолка. Отсюда и проблемы со здоровьем у жильцов. Потолок, полы холодные. Окна дует, все холодно. Ну, поэтому, наверное, я и болею, что, видите, ноги какие. Болею, вся заболела, все постоянно в больницах. Жители этих домов распрощаются с жилищными проблемами уже в течение месяца. Два новеньких 23-квартирных дома по улице Мира номер 13 и номер 15 почти готовы принять новых жильцов. В сентябре прошлого года начали строительство 2 трехэтажных домов. Застройщиками являются наши предприятия «Якутцемент» и общество «Сокол». И на сегодня уже работы подходят к завершению. Думаю, что в течение месяца у нас 36 семей получат ключи и улучшат свои условия. На сегодня идут уже завершающие работы. В этом году начато строительство по целевой программе еще одного дома на 23 квартиры по улице Молодежная, 12. Он будет введен в 2015 году. Отрадно видеть, как меняется облик населенного пункта, когда сносят старые дома и строятся новые современные здания. Саргалана Ильина, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский Улус.